Всем доброго дня. Специально для репортера KG эксклюзивно просто две легенды на одном диване. Со мной рядом сидят. Это Эдуард Кубатов и наша просто супер женщина, легенда Асель Байбагышева. Вам огромное спасибо, что в плотном действительно графике. Эдуарда Джумакадыровича я давно знаю. У него действительно очень сложно втиснуться в его график. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня здесь, на нашей земле, в Кыргызстане, да, вернувшись с Эвереста, вот вы, наверное, ощутили, я дома, да? Конечно, да. Это просто даже в аэропорту, когда я уже приземлилась, я поняла, я дома. То есть можно уже расслабиться, все. Да. Такая тенденция, прям такая положительная, активная. Очень нравится, конечно, реакция людей, реакция нашего народа на вот то, что как бы получилось. И вот скажите, вы по образованию бухгалтер? Да, я бухгалтер. По образованию бухгалтер, мама? Троих детей. Троих детей. Да. И просто такую вот идею придумали, сидели, так, пойду я на Эверест. Вот Нет, как конечно. это было? Конечно, нет. Это 9 лет в альпинизме. Это этапы за этапами, какие-то мечты, желания, высоты, к которым твой организм привыкает. Да. И потом уже был проект «Первая кыргызская женщина на Эвересте», потому что наши мужчины, Эдуард, Кадыр, Илим уже были и говорят, нам нужна девушка на Эвересте. Да, вот так вот этот проект зародился осенью 24 года. Эдуард Джумакадырович, скажите, пожалуйста, а почему выбор пал на Аселю? Вы знаете, это, мне кажется, такой был настоящий, искренний выбор всего альпинистского сообщества. Потому что мы здесь и сейчас понимали, что Асель самая достойная девочка. Она член национальной сборной Кыргызстана по альпинизму. Она участник международной экспедиции в Гималаях на Манаслу и восхождение. Уже она сделала восхождение в свое время, имеет опыт восхождения на восьмитысячнике без кислорода. Это единственная женщина, единственная сейчас на данный момент из современных кыргызских альпинистов, которая прошла все 3 высочайшие вершины Кыргызстана. Там, пик Ленина, Хан-Тенгри, многократно, и пик Победы Дженгис-Чокусу. Это за эти восхождения присваивается титул Акэльбирс и высокое спортивное звание. Да? И на тот момент, когда этот проект обсуждался, первой кыргызской женщины, мы безоговорочно просто, все альпинистское сообщество определило свою позицию, что мы будем только с ней, и Асель будет нашим лицом кыргызского альпинизма на Эвересте. Да? То есть действительно вы сотворили историю, вы помогли, да, чтобы это было реализовано, да? Но опять же, Эверест – это гора, которая, знаете, между жизнью и смертью, да? То есть восхождение на нее действительно опасное. То есть вы всегда на грани, на этой как говорится, нити. Вот скажите, Эдуард Джумакадырович, у вас был свой Эверест, да? Асель, у вас свой Эверест. Да. Вообще гора очень сложная, да, и когда я спустилась, да, я просто дала дань уважения всем альпинистам, которые берутся за программу 14 восьмитысячников. Это эмоциональное выгорание, психологическое, я уже не говорю физическое выгорание, потому что это, это очень настолько тяжело, потому что ты в ожидании вершины, ты в ожидании погоды, ты в дискомфорте с этой маской, это самое. И, конечно, с учетом той статистики, информации, которая на Эвересте, это ты знаешь, что может случиться все по пути на вершину. То есть ты никогда не был на этой вершине, ты не знаешь, как твой организм отреагирует на 8600, на 8800. Да, поэтому вот такие моменты, которые тебя все равно держат в напряжении. Но для меня, конечно, да, это гора такая, она логичная, провешенная такая. И просто надо идти и прийти к той вершине, которая у тебя там есть, и которая тебя ждет. А был ли у вас такой момент, когда, все, не могу я, все? Конечно. Мы, конечно, садились отдыхать, приседали прям на колени иногда. Иногда бывало, что даже просто приляжешь и уже отключаешься моментально практически.
Это вот настолько накопительная усталость, потому что все дни ты находишься в ожидании штурма, все акклиматизационные выходы, все, там, как бы, вся подготовка связана именно с этим штурмом, с одной единственной целью – взойти на вершину. Конечно, твой организм изношен, у тебя уже практически мышцы все в таком состоянии. И вот любая возможность присесть, отдохнуть, иногда просто вот выключаешься, потом тебя так, надо идти дальше, все, встаешь, включаешься и пошел. У меня вот так вот действительно было. А у вас как было? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что Эверест на весь этот мир, на всю нашу огромную планету, это одна гора, но Эверест у каждого свой. Однозначно. Одна великая вершина, но у Эвереста у каждого свой, потому что ты никогда не повторишь одно восхождение дважды, потому что погодные условия, скажем, состояние горы на тот момент всегда очень по-разному. Да? Вот, например, Аселя просто побила, можно сказать, мировой женский рекорд по скорости восхождения, потому что она была вынуждена, у нее не было другого выбора, чтобы попасть в погодное окно 11 мая. Если 11 мая она не попадала, то она попадала только 18 мая. И ради того, чтобы не потерять вот эти ресурсы в 6-7 дней, она просто за 54 часа, это даже для мужчины, это нереально тяжело. Пройти с базового лагеря до самой вершины. Обычно в среднем, если погодные условия позволяют, 3-4 сутки. Да? Тут человек проходит за 2,5 суток. Это очень круто. Да? В моей ситуации мы просто попали в погодную ловушку. Вот мужчины и девушки, да, как бы даже вот в условиях даже подниматься вот нам, девушкам очень, мне кажется, как-то, где-то помыться. Мы же привыкли, вот ванна там, да? Нет, все условия. Там ванны и джакузи нету. Ну, такие общие условия. Да, общие условия. Палатка, в которой тебе подвешивают 10 литров теплой воды, настелена, такой ковролин настелен, и вот ты там в этих условиях просто, включаешь потихонечку, обливаешь себя. Ну вот я, честно говоря, всегда говорю, задают очень много вопросов, кто настоящий герой на Эвересте. Да? Я всегда с удовольствием говорю, настоящие герои на Эвересте – это женщины. Да? Это девушки-альпинисты, женщины-альпинисты, потому что я в свое время, когда делал восхождение, я был лидером экспедиции в 2021 году. Я поднялся вместе с напарниками и с 2 нашими друзьями, подругами. Там. И я понимал, через что проходила женщина. Да? Вот эти физиологические особенности, гигиенические моменты, вообще, скажем, биологические потребности. Там очень много процессов проходит. И женщине намного сложнее, честно. У мужика все проще. Да? Все проще, все очень прямолинейно, все очень четко, ясно. Но у девчонок очень сложно. Потом, вы знаете, когда ты уходишь выше 7000 метров, девушки вынуждены жить шерпами в одной палатке. Да? 2 шерпа, в 3 квадратных метра 2 незнакомых человека. Вот эти соприкосновения, коммуникация, вот это спортивное, бытовое функционирование всегда очень сложно. Да, это чужая энергия, запахи же там просто страшные же. Ты вот в этом формате, в притесненных обстоятельствах, за пределами палатки ветер, холод 40 градусов. Настоящие героини на Эвересте – это наши девушки. Да. Так что... И опять же, вы, наверное, бросите бухгалтерию? Нет, почему? Я с понедельника на работе. Я когда была на Эвересте 11 мая, сказала, 12 начинается рабочий день, значит, я успеваю к отчетам. Ужас. Ну, видите, это женская ответственность. Оно держит эту страну, вся страна наша держится на женской ответственности. То, что вы создаете историю, я думаю, это нужно передавать нашим потомкам, внукам и вообще детям. Спасибо вам большое. Спасибо.